Буквально в прошлом месяце я, депутат Народного собрания, я был на сессии, где для меня это было удивительным. Сессия началась с того, что конкретно те люди, которые представляют команду Дмитрия Константинова, заговорили о отставке исполкома Гагаузии. Первый депутат из Бишгёза, господин Караджа, он первый сказал, что исполком Башкан не подписала закон, что исполком плохо работает, и вопрос может пойти о отставке исполкома Гагаузии. Тут же второй сторонник тоже группы большинства Константинова, Владимир Кыса, который еще жестче начал критиковать исполком и говорит о том, что исполком в отставку, но тут же поднялась впервые в следующий момент, что вопрос может идти о импичменте Гагаузии. Если Константинов это говорил 2 года назад, и я предполагаю, что при большом шантажировании Шора он получил свое, что он хотел, то сейчас началась вторая серия шантажа. То есть он начал снова свою игру для того, чтобы шантажировать Шора, не знаем, финансовые средства, кадровые вопросы, другие вопросы. Но конкретно мы почувствовали, что группа большинства Народного собрания, возглавляемая Дмитрием Константиновым, конкретно начала шантажировать Башкана исполком Гагаузии, в первую очередь, чтобы отправить исполком в отставку, ну и второй вопрос пошел о самой, Башкану в Гагаузии, чтобы слово импичмент уже прозвучало. В дальнейшем мы видели, что депутаты большинства были во всех телевидениях, этот вопрос прокручивался целый месяц, как и было сказано, целый месяц вся пресса Гагаузии Республики Молдова говорила о том, что в Гагаузии идет раскол, что депутаты готовы отправить исполком в отставку, что депутаты готовы чуть не идти уже на импичмент Башкана Гагаузии. И в это время проходят суды. Кто дал, как говорится, пас? Кто фактически расколол Гагаузии, дал искру? Конкретно председатель Народного собрания. Да, силовые структуры, правоохранительные органы предприняли те вести, что арестовали Башкана Гагаузии, что я считаю, что это незаконно, это непозволительно. Институт башканства никто не отменял, это все-таки глава Гагаузии, и даже если есть какие-то моменты, только после решения суда можно предпринимать какие-то вещи. Мы не вмешиваемся в судебные разбирательства, но это все-таки Башкан Гагаузии. Но я говорю, что самой Гагаузии искра пошла, сама Гагаузия повод дала. И наверняка в центре поняли, что так если гагаузы сами хотят отправить исполком, освободиться, как и было сказано, от этого, давайте мы сделаем шаг вперед. Поэтому вчера то, что депутаты Народного собрания собрались для того, чтобы защищать Башкана Гагаузии, что будем проводить митинги, не знаю что, так определитесь сначала.